Сейчас вот включаю. Уважаемые коллеги, хочу еще раз вас поприветствовать на очередном семинаре-практикуме, который сегодня нам проведет преподаватель специальных дисциплин Ондыбаева Маржан Саламатовна. Она нас еще раз ознакомит с новым веб-ресурсом. Некоторым он знаком. Это веб-ресурс Padlet. Очень интересная программка. Многие применяют ее у себя на занятиях. Ну, посмотрим сейчас, как Маржан Саламатовна внедряет данный ресурс цифрово-образовательный в своей дисциплины по практике и спецдисциплинах. Маржан Саламатовна, пожалуйста, вам слово. Саламат, здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу вас поблагодарить за то, что вы присоединились на мой семинар. Сегодня я вас хочу познакомить или даже, так скажем, углубить знания по применению веб-сайта такого как Padlet. Так как я сама лично, когда начинала применять, я применяла, но не знала именно, более такие, так скажем, глубокие, что можно делать и так далее. Сейчас я считаю, что я усвоила данную программу более лучше. Давайте я начну демонстрацию экрана. Итак, значит, веб-сервис такой, как Padlet. Значит, что это за сервис? Загрузилась, да, у вас презентация? Веб-сервис Padlet представляет собой виртуальную стену, на которую можно прикреплять фото, файлы, ссылки, значит, заметки. Этот сервис также можно применять для обучения на дистанционном режиме в образовательном процессе. Значит, в этом сервисе могут принимать участие несколько человек, то есть это группа студентов в данном нашем случае. Значит, данный сайт, вернее, данная ваша страница позволяет учащимся выполнять какие-то работы, можно применять при закреплении материала, можно применять при объяснении материала, можно применять при опросе домашнего задания. Данный, значит, сервис Padlet очень удобный. Я считаю, что он очень удобный для обучения. Также для обучения именно, значит, сейчас мы в данном случае ведем, значит, практику, да, практические занятия. Вот в данном случае этот сервис очень удобный. Он удобный, легкий в работе для хранения, организации совместной работы в различных, значит, таких материалах, как документы, видеоролики и так далее. Данный сервис бесплатный, не ограничивает пользователей в количестве, значит, создаваемых страниц. И удобен в том, что хоть этот сервис и, значит, английский, но он поддерживает также и кириллицу. То есть можно работать на казахском и русских языках в том числе. Значит, что необходимо для того, чтобы вообще начать работу в этом сервисе? Он требует регистрации. Он хоть и бесплатный, но требует регистрации. Кто может, значит, зарегистрироваться? Если вы вообще зарегистрированы в соцсетях, то регистрацию можете пройти проще, да? Можете зайти на этот сервис через социальные сети. Значит, после того, как вы произведете регистрацию, у вас появится ваш личный кабинет, ваша личная страничка. Вот как указано у вас, да, у меня на демонстрации экрана. У меня есть личный кабинет, имеются мои доски. Значит, единственное, количество досок здесь может быть ограничено в том плане, то, что, если мы хотим больше использовать, то, соответственно, мы должны уже произвести оплату. Но то количество, которое предоставляет нам сервис бесплатно, достаточно для проведения занятий. Просто, то есть я, например, использовала вот одну доску, я ее просто очищаю, контент внутренний, и уже заново могу переиспользовать. Значит, дальше, для того, чтобы... Можно я добавлю, Маржан Саламатовна, Да-да. чтобы легче было еще работать, можно эту доску заархивировать и создать вообще новую.
Я согласна с вами, создать можно новый. Заархивировать и создать новый. Да. Я это потом хотела сказать. Ладно. Значит, теперь создать доску. Для того, чтобы начать работать, надо активировать кнопку «Создать подлет». Вы создаете свою доску. Ну, давайте я здесь... Значит, что предлагает эта доска? Она предлагает вам виды, какие вы хотите. Например, это может быть несколько вариантов оформления данной доски. Это может быть стена, холст или в виде непрерывного потока там транслироваться, или в виде сетки. Можете использовать полку и так далее. То есть это на ваше уже усмотрение, вы сами себе выбираете, как вам будет удобно работать с данной доской. Я еще покажу дальше, где, когда я применяла и как. Значит, теперь, вот, например, я здесь, когда я открываю, вот, выбрала доску, значит, соответственно, я могу также выбрать, значит, цветовую гамму, да, то есть фон, какой у меня может быть, это, во-первых. Это все делается через настройки, вот вы видите, здесь в данном случае активируйте кнопку шестеренка, да, показанной стрелочкой вам. И, соответственно, я уже выбираю, что я здесь, какую хочу использовать доску, тоже могу использовать тут, поменять могу в том же числе. Например, я выбрала, допустим, сейчас ленту, но в течение, пока я делала вот этот вот, допустим, оформляла эту доску, я передумала и решила, допустим, сделать ее в виде ленты. И, соответственно, я могу вот здесь в настройках все это изменить. Сейчас я хочу, значит, здесь вы можете в настройках сделать, назвать свою доску, то есть как хотите. Если вы обратили внимание, например, сейчас, минуточку, здесь у меня, например, расположите средства защиты и вставьте пропущенные сроки испытания. Видите, да, я ее обозвала так. Значит, и можете как хотите свою назвать. То есть здесь у меня показано, что я здесь называю моя блестящая доска, и здесь у меня выходит, соответственно. И описание, что я должна сделать, допустим. Теперь выбираете, как я уже говорила, фон, который вы хотите. Отмечаете галочкой. И можете менять обои. То есть можете менять обои в любое время, когда вам вздумается. Значит, дальше можете ставить иконки. Тоже обратили внимание, что я там, например, ставлю иконки, где ребенок учащийся думает, или иконка, где учитель там объясняет на доске. То есть это смайлики такие, скажем. И дальше, что я делаю? Смотрите, обратите внимание, я должна создать именно теперь стикер. Стикер, чтобы создать, у нас имеется вот такая кнопочка «плюс», или она может находиться вот здесь с правой стороны, значит, внизу, или же может находиться вот здесь. Но вообще для начала, когда мы начинаем работать, она находится с правой стороны. Потом, когда я уже создала один стикер, я могу еще один создать и так далее. Этот стикер, что я делаю с этим стикером? Давайте я остановлю здесь демонстрацию и покажу именно на своей, непосредственно на своих досках. Да? Так, минуточку. Вот здесь показана моя доска рабочая. Это когда я проводила занятия в ТР-21. Значит, здесь мною было дано задание ребятам. При этом я им оговорила о том, что в какой цвет я окрашу. Это вопрос, допустим, это легкий вопрос, также дифференцированно. То есть легкий вопрос на троечку, да, отвечает ребенок. И, соответственно, если он отвечает вот этот промежуток на эти 3 вопроса, допустим, на эти 2 вопроса легких ответил ребенок, то он
тот уровень тройки прошел. Дальше, если он отвечает на следующие вопросы, которые более сложные, они отмечены у меня зеленым цветом в данном случае, то, соответственно, он уже проходит на более оценку такую, как 4 зарабатывает. И если следующий у меня вопрос, допустим, у меня идет красный, это уже на более высокую оценку, то есть ребенок уже знает на более лучший материал и так далее. И, соответственно, я окрашиваю здесь в данном случае цветом. Теперь, что это стикеры? На этой доске работаю я, и одновременно со мной работают дети. Обратите внимание, задаю вопрос, дети отвечают. Да? Одновременно со мной работают дети. При этом они сами подписывают свою фамилию, здесь указывают ответ и так далее. Также при объяснении материала, что я могу сделать? При объяснении материала в этом стикере есть такой значок. Обратите внимание, сейчас я вам покажу здесь. Видите, у меня какая длинная доска. Я надеюсь, что вы вместе со мной это все видите. Да? Значит, я могу создать еще один стикер. Допустим, она такая длинная стала, что я даже уже не знаю, куда ее размещать. Или она у меня сейчас... Ну, допустим, смотрите, я хочу просто, чтобы вы... Вот, нажимаю на... Она длинная. Так, вот, видите, нажала на стикер, у меня вышел стикер. Теперь что я делаю здесь? Я здесь могу задать вопрос, могу написать тему сегодняшнего урока и так далее. Плюс при этом я нажимаю вот на эти 3 точки, которые мне позволяют загрузить материал сюда, загрузить что угодно, загрузить аудиозапись, рисунок, ссылку, YouTube, значит, загрузить видео с экрана, поиск изображений и так далее. Что угодно я могу сюда загрузить. То есть я выбираю, например, я выбрала рисунок. Если я выбрала рисунок, то, значит, выходит у меня вот такой, то есть мои рисунки. Или рисую, или же я могу, вот, например, еще покажу. Так, вот просто нажимаю «Загрузить». Соответственно, у меня здесь с левой стороны, с правой, вернее, стороны, выходит, что я хочу загрузить. Тут то, что я до этого сюда положила, видите, да, мои рисунки, изображения и так далее. Я просто нажимаю и выбираю файл. Обратите внимание. Нажимаю и просто выбираю файл, видите, да? И спокойно этот рисунок загрузился сюда. Если я уже говорила вам, я хочу загрузить видео с YouTube, тоже очень просто. То есть я, например, добавляю опять же стикер, загрузить ссылку или видео с YouTube пусть будет. Я прям пишу YouTube, сюда вставляю ссылку, соответственно, ну, допустим, я тут только что писала гидро... Так, ну, допустим, я пишу гидротрансформатор и набираю поиск. И тут мне YouTube буквально выдает, видите, да, разные виды видео. Минуточку, я тут ошибку сделала, соответственно, у меня выходит. Так, любое видео выдает мне. Значит, смотрите, вот принцип работы гидротрансформатора, как работает Я просто вот сюда нажимаю, и, соответственно, у меня вот это видео загрузилось уже сюда. И при объяснении материала я могу просто включить, и мы совместно просмотр можем сделать уже. Видео с YouTube. Я просто увеличиваю на экране, соответственно, они могут вместе со мной это посмотреть. Сейчас наверняка немножко будет тянуть, потому что я делаю запись и одновременно Zoom. Но тем не менее она открывает и показывает. Немножко подождать надо. Обратите внимание. У вас видео тоже загрузилось, да, я надеюсь? Так, вот видите, то есть это совместное использование, большой плюс. И, значит, можно сделать просмотр видео.
Здесь вы не забывайте, что в Zoom есть у нас совместный доступ, допустим, да? Значит, тут же смотрите, и звук у вас все работает. Гидротрансформатор часто рассматривается как самый сложный компонент в современных транспортных средствах. Однако гидротрансформатор является очень важным компонентом в автоматических коробках передач. Первым компонентом гидротрансформатора является... Так, вот я остановила, да? И теперь я возвращаюсь назад. Теперь я возвращаюсь назад. Видите, я спокойно вернулась назад, опять же, к своей доске. То есть, обратите внимание, тут же можно производить объяснение. Здесь, например, задавая вопрос учащемуся, учащийся может отправить свое голосовое, точно так же по стикеру. Смотрите. Вам, надеюсь, слышно, как учащийся отвечает? Бағана сұраққа жауап кетейін. Гидротрансформатордың гидромуфтыларын айырмашылығы неде? Гидротрансформаторларда ол, яғни оның 3 құлақшасы дөңгелегі бар. Вот, обратите внимание, что ребенку задаете вопрос, вы можете голосовой отправить вопрос, можете, и ребенок точно так же вам голосовой может отправить. Точно так же он может вам свое видео, когда он отвечает, отправить. То есть варианты работы очень много, то есть можно применять как угодно вам данную доску. Очень удобная работа. Я сама говорю, когда начала работать с этой доской, я, конечно, сначала элементарные, упрощенные виды только использовала. Ну, думала всегда, а что тут в ней особенного? Честно говорю, ну что в этой доске особенного? Ну, ничего особенного, просто люди вопросы задают точно так же, как мы задаем. Нет, это очень удобная доска, совет мой вам применять. Вы сами видели, что я ее хорошо использую. Вот здесь я могу показать, что элементарные тоже. У меня вот несколько досок я открыла. Сейчас, конечно, мне будет сложно все это загрузить вам. Значит, тут тоже ребята отвечали, работают на доске. То есть очень много вариантов. Значит, я могу им отправить, допустим, сейчас плохо грузится. Нет, нормально, Маржан Саламатовна. Видно, что ребята работают. Да. Еще хотела сделать небольшое замечание. Учащиеся, а не дети и ребенки. Я извиняюсь. Ну, для нас они все равно дети, как ни крути. Хотя, конечно, в первую очередь, если как профессионально говорить, то они нам учащиеся. Вот, пожалуйста, они должны были здесь расположить, написать ответы и так далее по этой таблице, вставить пропущенные сроки испытания. Конечно, я планировала, чтобы они это здесь делали, но у меня здесь не получилось. Это тогда, когда я начинала изучать эту доску. После того, как я поняла, как ее использовать, я покажу вам, как дети у меня на доске вставляют, сейчас, минуточку, документ вордовский, опять же, например, и заполняют таблицу. Вот буквально сегодня я давала ребятам задание заполнить таблицу. Они выполняли данную работу. Ну, так как это интернет, конечно, немножко есть свои минусы, но тем не менее. Обратите внимание, здесь ребята у меня работали с таблицей. Сейчас она загружается. Тут тоже есть такое, как говорила я уже, можно загрузить. Вот я пишу им критерии оценивания. Соответственно, вот эта таблица, она уже загружена. Она загружена именно в вордовский документ. Вот смотрите, она открывается спокойно. Там же, видите, я никуда не лезу, мне не надо никуда идти, куда-то обращаться. Я уже все подготовила в эту доску, соответственно, она, в принципе, у меня все открывается. Видите, да? Я прошу ребят заполнить таблицу, свою фамилию и так далее вписать. Соответственно, то же самое они проделают. Сейчас закрою. И они, значит, что делают? Они работают непосредственно с данной таблицей.
Можно любые варианты задавать вопросов, можно по-любому, как вам удобно работать, можно задавать индивидуально вопросы, то есть непосредственно каждому учащемуся свой вопрос и так далее. Сейчас грузится. Я надеюсь, я успеваю. Маржан Саламатовна, вы меня слышите? Да, я прекрасно вас слышу. Я вижу, что я по видео зависла, да? У меня тоже с экраном немножко проблемы. Я зайду через компьютер, через телефон. Запустите меня. Хорошо. Что-то у меня опять начало виснуть. Только что все хорошо работало. Так, У меня экран тоже полностью. Так, вот я просто демонстрацию остановила в данном случае и перейду сразу уже опять к демонстрации по моей презентации дальше. Запустите меня, пожалуйста, я сейчас компьютер Да, я вас приняла уже. Итак, смотрите, то есть я вам объяснила работу вот с такими стикерами, да, как необходимо работать с этими стикерами. То есть вы называете стикер, можете написать вопрос, можете адресовать кому-то вопрос. Значит, дальше активируете 3 точки. Здесь вы можете удалить, опять же, окрасить в цвет и так далее, или заменить какие-то слова, что, ну, если, допустим, что-то не так написали или хотите переписать. Дальше у вас имеется вот эти вот 3 точки, где вы можете загрузить, как я уже сказала, тот материал, который вы хотите. Потом ссылочкой просто отправляете ссылочку ребятам, в тот же Classroom, где они могут просто пройти по этой ссылке и присоединиться к вашей доске. Вот вы обратите внимание, я тут вам показываю тоже на презентации, что вы выбираете, значит, вот эти 3 кнопки нажимаете, выпадает вам меню, где вы можете выбрать, значит, то, что вы хотите показать или загрузить. То же самое ваши дети, наши учащиеся могут ответить вам на голосовым, то есть записать голосовое сообщение и ответить вам. Просто выбирает меню. И, значит, для того, чтобы, опять же, хочу отметить, отправляете ссылочку, чтобы ребенок, чтобы учащийся мог работать на вашей доске, вы отметите, что не как читатель, а как редактор, то есть совместное использование. Как редактор он будет просто работать на вашей доске. Если вы его отправите как читатель, значит, тогда в этом случае учащийся просто ничего не сможет сделать с вашей доской, никакую работу произвести не сможет. Единственное, что он сможет, это прокопировать вашу доску и уже на своей доске непосредственно выполнить вашу работу тогда. Но это уже тоже может быть в какой-то мере плюс в том плане, то, что индивидуально каждый ребенок будет выполнять свою работу на своей доске. Это тоже есть в этом плане какие-то свои плюсы. Ну и чтобы вы, значит, закончите работу на этом подлете, вам просто нажать на кнопку для выхода и все. Все. Таким образом. Здесь я вам в презентации отправляю, значит, ссылки для того, чтобы загрузить вот именно подлет. Можете воспользоваться ими. Ну, спасибо за внимание. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Я надеюсь, что данная информация, которую с вами поделилась, она немножко вам была интересна, и я надеюсь, что она вам пригодится. Ну, как бы я понимаю, что я Америку вам не открываю, но тем не менее, значит, какие-то новшества как-то применять по-новому. Считаю, что внесла вам. Маржан Саламатовна, вы можете отправить на почту? Да, конечно, конечно. Я отправлю запись. Ксении Геннадьевне, а Ксения Геннадьевна, в свою очередь, с вами поделится уже непосредственно по почте. Хорошо. Потому Спасибо. что Рахмет, жақсы.
Сұрақтарыңыз бар? Маржан программа екен. Ау, не дейсіз? Маржан Саламатовна, огромное вам спасибо. Вы меня слышите, да? Да. Видите по ходу, да? Только единственное. Слышу, нет, слышу. Прекрасно. Вот, я хотела вас поблагодарить, присутствующих поблагодарить за то, что сегодня присутствовали у нас на таком семинаре, да. Обязательно, уважаемые коллеги, попробуйте воспользоваться этим ресурсом. Он очень легкий, простой. Спасибо, Маржан Саламатовна, она его подтвердила, глубже изучила, показала все свои навыки, умения, как она умеет с ним работать, и глубже его еще больше изучает. Вот я вам рекомендую, пожалуйста, будьте любезны, используйте у себя на занятиях. Цифровые образовательные ресурсы в обязательном порядке нужны везде. Вы это прекрасно понимаете, видя занятия в дистанционном формате. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, еще раз хотим поблагодарить Маржан Саламатовну за сегодняшний семинар. У кого-то еще есть какие-то предложения, дополнения? Ксения Геннадьевна, можно попросить вас, если вы пока ничего говорить не будете, микрофон пока отключить, потому что идет с помехами, когда там у вас два устройства, я так понимаю. Да. Есть вопросы, преподаватели уважаемые? Что-нибудь скажете? Если вообще... Сұрақ жоқ, бірақ жақсы программа екен. Маған ұнады. Очень хорошая программа. Аудиосы, бүкілі бір жерден табылады. Келесем, себебі басында қолданған кезде мен ойладым, ешқандай қызығы жоқ. Басында бәрімізге айтты ғой, подлет применяйте. Сначала думала, что никакого, там ничего интересного в принципе нету, думала. Но когда начала изучать эту программу более глубже, когда начала нажимать на всякие кнопки, там смотреть, что там, какие функции имеются, я уже поняла, что да, этот ресурс очень интересный и можно его использовать. Советую применять. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет сіздерге у нас. Спасибо, Маржан Саламатовна. Спасибо огромное. Все, всего доброго, до свидания. Желаю хорошо отдохнуть вам. До свидания. До свидания. До свидания.